Все лошади это вершина эволюции животных. Выше лошади в этом никто не стоит. Никто с ней сравниться не может. Поэтому лошади имеют очень много ярких, однозначных черт. Но Карачаевскую, я, допустим, узнаю по статям. Опять по голове, по ушам, по гриве, по хвосту, по ногам и так далее. Не специалисту это обозначить никак невозможно. А если сядешь на карачаевскую лошадь, на ней отдыхаешь. У нее пластичные движения. Он тебя не трясет, не дергает. Допустим, донская порода, прекрасная порода, это знамя Дона. Я не хочу ее оскорбить. Но она тряская, на ней тяжело ездить. А эта лошадь пластичная, на ней отдыхаешь. Все казаки, все достижения завоевали в основном на карачаевских лошадях. Хотя во всех литературах написано кабардинская. Так уж судьба распорядилась. К началу Первой мировой войны у казаков уже не было лошадей. А горцы перешли на овцеводство и так далее, тоже плохо начали заниматься коневодством, сократили численность коневодства. И государство начало датировать. Тогда целые комиссии приезжала, и очень обеспокоены были, что карачаевская порода может погибнуть, если ее не датировать, ей не помогать. Не потому, что карачаевцев жалели, а потому, что казакам нужны были лошади. В отряде Суворова было 14 карачаевцев, очень приближенных к нему на своих лошадях. Вот когда он переходил Альпы. А во время русско-турецкой войны 1000 карачаевцев участвовало при переходе генерала Бабича через Марухский перевал. Тогда кубанские ведомости писали: только карачаевские лошади могли пройти этот путь. Я в это верю. Мы испытали, мы поднялись на Эльбрус. Когда мы на Эльбрус поднялись, некий генерал, не генерал, полковник, все хочется выше звания назвать, некий полковник писал в известиях: как вы сумели это сделать? Во время войны мы переходили через Клухорский перевал, и наши лошади падали. У них с носа текла кровь, они раскачивались и падали. Как вы это сумели? Вот карачаевская лошадь. А вот у меня вопрос. Вы сказали, что в кубанских ведомостях упоминали карачаевскую лошадь. Да. А потом уже ее называли кабардинской. Кабардинская назвали, когда карачаевцев выселили в 1943 году. Тут ни кабардинцы, никто другой не виноват. Это с Москвы было указание так написать. Было табу на все карачаевское. Да. А теперь вот сопротивляются, что карачаевская нет. Потому что она 46 лет была в забытии. Значит, карачаевцы до революции ежегодно до 10 тысяч лошадей поставляли кубанские, терские казачьи войска. Ежегодно. Это официальные есть документы.